Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 26 февраля. Это среда. Смотрим на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки, начиная от Овнов до Рыбок, в одном видео. Первые, конечно же, у нас идут Овны. Овны. 26 февраля. События дня. Первое событие весы у вас в среду. Так, сейчас, что у меня здесь? Фокус сбивается. Конверт, второе событие вижу. Цыпленок. Колодец. Сердце есть еще по вертикали. По горизонтали не нашла, по вертикали сердце. Получается, у вас в этот день сложный выбор будет. Весы. Колебания, сомнения между двумя вариантами. Какие-то события, связанные с детьми, с внуками. Это могут быть младшие члены семьи. Там брат, сестра, то есть кто-то маленького возраста. Дальше. Получение новостей, информации, конверт. Сильное, глубокое разочарование, может быть, как вариант. Вот эта информация, которая придет, новость, она будет не сильно приятной. Может. Ну, опять же, может быть, это два разных события будут. И плюс у вас еще будет встреча, контакт, общение с друзьями в этот день. Получается, из минуса только вот разочарование. А может быть, будет разочарование того, что нужно отказаться от второго варианта, да, вот при выборе. Может быть так. В общем, такие события для вас. Овны на среду. Благодарю за внимание. Переходим к Тельцам. Так, Тельцы. Двадцать 26 февраля. Тельцы. События дня. Среда. Среда, Тельцы. Возможно, будет поездка. Карты падали. Сразу же деньги. Первое событие. Мешок с деньгами. Месяц. Доходы или расходы, которые с вами происходят постоянно. Каждый месяц будет 26 февраля. Солнце, радость, наверное, скорее всего, доходы, если солнце выпало, а не расходы. Да, все-таки, видите, выпала машина. Вот, когда карты падают несколько раз при перетасовке, то обычно это дорога, и дорога подтвердилась. Корона. Колокольчик. Разговоры в дороге. Здесь не вижу.
Получается, у вас раз, два, три, 6 событий. Значит, в среду у вас месяц показывает, будут события, которые имеют цикл, цикличность, повторяется постоянно. Будут финансовые поступления, но опять же, мешок может показывать и расходы, конечно, поэтому тут сложно сказать. Ну, какое-то событие будет связано с деньгами в этот день. Солнышко, хорошее настроение, радость, поездка, общение с влиятельным человеком. Корона всегда показывает статус, положение человека в обществе. И разговоры. Пустые разговоры, болтовня. Вот такой вот день. В принципе, у вас все события хорошие. Благодарю за внимание и смотрим дальше близнецов. Так, близнецы. 26 февраля. События дня близнецы. Первое событие — корабль. Метла. Второе событие. Свиток. Ожидание какой-то встречи. Колодец нельзя. Якорь. Ну, вторая половина дня, видите, скорее всего, по якорю не очень активная будет. Книга. Казенный дом. Заякоритесь в казенном доме. Сложный выбор будет у вас в этот день. Весы. Масочку уже нельзя. И сообщение. Вы знаете, как можно прочитать? Пройдет какое-то сообщение, которое поставит вас перед выбором. Так, значит, замок нельзя соединить. Видите, эта карта уже зафиксирована. Здесь нет, здесь нет, 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 нет. И здесь нет. Получается, первое событие было долгое нудное ожидание у вас будет в среду, корабль. Может быть небольшая ссора с кем-то, метла, выяснение отношений, деловая важная встреча, якорь. Где-то проведете несколько часов, якорь — это всегда заякорение, когда мы там 3, 4, 5, 6, 7 часов можем находиться на одном месте. И похоже, это будет казенный дом. Ну, казенный дом — это имеется в виду госучреждение какое-то. Там ЖЭК, банк, налоговая, суд, там еще, ну, все вот эти инстанции. Сложный выбор будет также в этот день. И вы получите какую-то важную информацию, новость, сообщение, известие, как угодно можно называть. Вот такая вот информация для вас, близнецы, на среду. Ну, из минусов здесь ссора и ожидание. Да, как бы. Но опять же, ожидание не самое страшное событие. Ссоры можно попытаться избежать. Смотрим дальше. Дальше будут раки. Смотрим раки. 26 февраля. События дня раки.
Первое событие, ну, которое я вижу, это удача. Дальше чемодан тоже еще есть. Корабль есть. Сундук. Сердце. Лебедь. Смотрим, здесь нет, здесь не вижу, здесь не вижу. Получается 6 событий. Первое показывает, что этот день будет очень удачный для вас. Выпала удача подкова. Поэтому удача на вашей стороне, раки в среду. Дальше может быть с кем-то временная разлука, расставание. Чемодан, рюкзак, допустим, там кто-то приезжает, уезжает. Дальше ожидание кого-то в этот день. Любовь, у вас выпадает и любовь, и верность. То есть точно все хорошо будет в личной жизни. Может быть, даже будет какое-то событие в этот день. Может быть, ожидания будут связаны с любовью, любимым человеком. И финансовые поступления. То есть у вас тут, смотрите, и деньги приходят, и любовь есть, и удача есть. Ну, единственное, что придется только с кем-то на время какое-то расстаться. Ну, обычно чемодан показывает, что либо вы куда-то уезжаете, либо кто-то вот там из дорогих вам людей уезжает, приезжает. Так что вот такие события. У вас очень хороший день, раки, в среду. Благодарю за внимание. Я перехожу ко львам. Так, смотрим. Левушки. 26 февраля. События дня. Львы. Первое событие — лебедь. Бокал. Молния. Весы нельзя соединить. Дерево. Флаг. И чашечка чая. Так, а теперь проверяем с вами горизонтали, вертикали. Бабочка есть по горизонтали. И есть еще друг. Сердце. Здесь, ага, есть, к сожалению, колодец. Это такое неприятное событие. Дальше смотрим. Нет, 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 нет. И тайную встречу нельзя. Значит, рассказываю, что я тут увидела у вас в этот день. Первое событие было верность. Показывает, что все хорошо будет в личной жизни. Возможно, какое-то совместное событие. Знакомство, может быть. Дальше деловой разговор. Общение с друзьями, гости.
Может быть, друзья придут в гости, или вы пойдете в гости. И застолье выпало, смотрите, застолье. То есть не просто гости, а прям застольем. Дальше, и приглашение, вот. Приглашение гостя, застолья, ну вот это, похоже, одно событие. Общение с друзьями, получение информации, новостей в электронном виде. То есть это, например, там письмо на почту, смс-ка. Ой, 2 голубя прилетели. Вот видите, я как раз про новости рассказываю, голуби прилетели. Может быть, даже 2 новости, будто что 2 прилетели. Так, сбили меня. Победа вас ждет в делах и глубокая печаль. Ну, вот это, конечно, минус, то, что может быть какое-то сильное разочарование, сильные переживания в этот день, но они иногда так проигрываются, что нас не касаются. Ну, допустим, мы из-за кого-то переживаем, за кого-то волнуемся там и так далее. Поэтому тут как бы не обязательно это будет связано с вами. Так что вот такой день, много хороших событий. И главное, что придут какие-то интересные новости. Представляете, прям именно в этот момент подлетели, сели и улетели. 2 голубя. Они тут вообще редко долетают сюда. Поэтому это, знаете, как когда, допустим, много птиц, да, вокруг, и они прилетают, они со собой ничего не приносят, никакую информацию. А когда это какое-то место, где это бывает редко, то на это надо, на эти знаки надо обращать внимание. Так, смотрим дальше. Дева. Девы, 26 февраля. Девы, среда, события дня. Так, девы, поехали, смотрим. Среда для вас. Как пройдет. Мечи сразу не самое приятное событие. Угу. Причем, видите, выпала и метла, и мечи. Возможно, это будет ссора, перерастающая в такой жесткий скандал, конфликт. Ага, и тут же еще и рыба выпадает. Скользкое дело. Махинации, манипуляции, мошенники. Ну, похоже, что это одна история. Конверт. Солнце нельзя. Вот хорошее событие нельзя. Опять же, новость, смотрите, известие и мгновенная весть. Так, здесь нет. Якорь. Вечером где-то заякоритесь. Слава богу, расческу нельзя соединить. Цыпленок есть еще. Так, ну здесь не вижу. Получается, у вас вообще очень много предупреждений в этот день. Предупреждаю, что у вас может быть ссора с кем-то, у вас может быть с кем-то крупный какой-то скандал. Вы можете стать жертвой махинаций, мошенников. Кто-то тянет вас в какое-то скользкое дело. Дальше может прийти важное какое-то сообщение, новость, известие. Или может быть получение еще в этот день. Что-то можете получать. Также будет важная информация, которая придет в электронном виде. Ну, это там смс-ка, письмо на почту, телеграм-каналы, да, какие-то, ну, в общем, новости. По телевизору где-то услышите. Дальше вечером будет общение с детьми, забота, уход, нужно там понянчиться, поиграться и так далее. Иногда это даже бывают взрослые люди, мы с ними нянчимся как с детьми, поэтому тоже не забывайте об этом. И якорь показывает, что много времени проводите в одном месте. Возможно, вот эти 2 события будут связаны, ребенок и якорь. Может быть, например, повели ребенка на тренировку, которая длится там 2-3 часа. Он тренируется, да, или она, а вы сидите, ждете, якорь.
Так что вот такая вот информация для вас. В общем, для вас предупреждение, рыбки. Будьте осторожны. Причем не забываем, прогноз может быть как чуть раньше, так и чуть позже. То есть это и 25, и 27. Надо прям быть начеку, чтобы не попасться на удочку чью-то, да, или в чьи-то хитро расставленные сети. Ну вот такая информация для вас. Смотрим дальше. Дальше будут весы. Двадцать 26 февраля. Весы. События дня. Угу. Молния, первое событие. Корона. Деньги. Может быть, новость о финансах. Замок нельзя. Будильник. Бокал. Змея. Яблоко. Ой, господи, молнию. Луну нельзя, месяц. Домик. События в доме с застольем. Так, здесь не вижу. Угу, не вижу. Значит, смотрите, получается, весы, у вас в этот день может приходить какая-то важная новость в электронном виде, поэтому проверяйте смски, почту. Дальше могут быть какие-то события, связанные с деньгами, общение с влиятельным человеком, застолье, события в семье. Будильник показывает, что, возможно, вы по времени будете не успевать в этот день. Будильник — это всегда опоздание, спешка. Там проспали, не успели, пропустили там, не знаю, свой маршрут. В общем, будильник — это проблема со временем. Дальше, смотрите, змея. Кто-то может сделать вам какое-то замечание, ужалить. Опять же, да, вот это может быть связано со временем. Опоздали, кто-то это обязательно заметит. И яблоко показывает слезы. Слезы, переживания. Ну, возможно, вот после того, как ужалит какая-то змея, вы просто будете, да, переживать из-за этого. Доведет, в общем, змея доведет вас до слез. Поэтому вот так. Такие события для вас. В общем, для вас предупреждение — это быть готовым к встрече со змеей и правильно распределять время в этот день. Так, благодарю за внимание и переходим дальше к скорпионам. Скорпиончики. Проверяем, что у вас. 26 февраля. Скорпионы. Среда. Угу, цветочек, прекрасно. Когда день начинается с цветочка.
Бокал. А, тут еще могла быть удача, видите? Или бокал, или удача. Ну, я увидела бокал, оставляю его. Деньги. Бабочка. Ой, 2 меча. 2 меча это не очень хорошо. Предупреждение. Не вижу совпадений. Нет. Корону нельзя соединить. Обе карточки зафиксированы, поэтому я ни одну, ни вторую не могу переложить. Здесь нет и здесь нет. Получается, первым событием выпало исполнение желания. У вас может быть в среду желание исполнится. Дальше может быть застолье. Ну, или какое-то такое событие, где можно вот посидеть. Что-то отметить. Дальше деньги. Событие, связанное с деньгами. Тут опять же может быть как переход финансов, так и расходы. Вот сундук точно показывает плюс, да, когда деньги идут плюсом, но он у вас не совпал, у вас совпали мешочек с деньгами. Дальше шло событие, деловой разговор, важное общение какое-то и конфликт. Опять же, связан этот конфликт с этим разговором или нет, сложно сказать. Но на всякий случай вы должны быть готовы к тому, что может быть в этот день с кем-то конфликт. Ну, постараться этого избежать. Да, по возможности. Еще как вариант, события по пасьянсам часто показывают то, что мы видим. Допустим, мы даже можем в этом не участвовать. Ну, допустим, мы видим, как кто-то что-то отмечает. Мы видим, как кто-то ругается на наших глазах. Да, и так далее. Поэтому вот у пасьянсов есть такая особенность, что события могут происходить не с нами, а на наших глазах. Мы их как бы не проживаем. Благодарю за внимание и перехожу стрельцам. Сейчас будем со стрельцами разбираться. У стрельцов сейчас период не очень хороший. Сейчас посмотрим. 26 февраля. 26 февраля. Стрельцы. Среда. События дня. Пропустила кровать. Якорь. Хочется заякориться в кровати вам в среду. Не вставать никуда с утра. Тайное свидание. Очень интересно. Тайное свидание и кровать. Деловая встреча. Может быть, вот эта встреча, она будет тайной. Допустим, вы там кому-то не скажете, что вы идете на эту встречу. Нерешенный вопрос. Скорее всего, эта встреча не принесет результата. Вопрос не решен. Да, видите, разговор. На встрече идет важный деловой разговор, но как-то что-то не решается, ничего. Ага, ключик есть. Но ключ, кстати, может показывать, что при желании вы можете найти выход, вы можете решить этот вопрос. Потому что все будет зависеть конкретно от вас, от вашего желания. Желание будет, вы найдете подход, выход. Желания не будет, ничего не получится. Ссора. Видите, корона. Общение будет с каким-то очень серьезным человеком.
Так, и выпадает конфликт, ссора и конфликт. Ссора, перерастающая в конфликт, опять же, с этим человеком, возможно, из-за того, что вопрос не решился. Вы будете пытаться решить его силой, знаете, как вот когда силой, а карты говорят, надо не силой, а искать подход, ключик подбирать. Да, вот к определенному замочку подойдет только определенный ключик. Не силой, да, в дверь эту выламывать. Так, сейчас я пробегусь, посмотрю. Разочарование нельзя, удачу нельзя соединить, нет, и здесь нет. У вас очень много событий, будет очень активный день, среда. Получается, выпадает интимная связь, кровать, выпадает тайная встреча, якорь. Где-то вы будете проводить много времени в этот день, минимум 3-4 часа вот на одном месте. Якорь — это всегда остановиться надолго. Ключ, все в ваших руках. В этот день все будет зависеть конкретно от вас, от ваших желаний, от вашего терпения и так далее. Деловая встреча, деловой разговор, нерешенный вопрос, общение с влиятельным человеком, ссора и конфликт. Ну, я думаю, что это ссора, перерастающая прям в такую бойню, да, что называется. Два мнения, никто никому не уступает. Ну вот для вас предупреждение. Вам надо в этот день как-то себя научиться сдерживать, потому что вы у нас все-таки знак огня, вы сразу, да, вот нахрапом пытаетесь. Карта говорит, ну попробуйте не нахрапом, потому что так не получится, на этого человека так не будет это действовать, работать. А попробуйте вот найти какой-то подход к этому человеку. Может быть, тогда и удастся решить этот вопрос. Если выпадает ключ, то, в принципе, шанс появляется на решение. Так, благодарю за внимание, стрельцы. Надеюсь, вы меня услышали. Сейчас будем смотреть козерожек. Козероги. Поехали. 26 февраля. Козероги. События дня. Угу. К сожалению, первое событие — колодец. Череп. Может быть, разочарование будет связано со здоровьем, или еще второй вариант. Из-за какого-то разочарования у вас могут начаться проблемы со здоровьем, там головная боль, давление, сердечная боль из-за переживаний. То есть оно может быть и так проиграться. Надежда. Ну, как всегда, да, надежда умирает последней. Надеюсь, что все разрешится, все будет хорошо. Колокольчик. Деловая встреча. Деловая встреча, пустые разговоры. Так, удачу нельзя соединить. Здесь не вижу, здесь не вижу. Здесь не нашла. Значит, смотрим. Первое событие — разочарование. Колодец. Очень глубокие, сильные переживания. Тема здоровья, болезнь выпала. Дальше пустые разговоры, надежда и деловая встреча. Вот такие события для вас. Тут предупреждение идет по, да, вот этим двум событиям. Смотрите, если очень сильно вас что-то расстроит, надо взять себя в руки, ну и понять, что, да, вот как бы не все потеряно, должна быть какая-то надежда, чтобы это не отразилось на вашем здоровье. Так что вот так. Или если вы узнаете что-то про здоровье плохое, да, почувствуете себя плохо. Опять же, карта надежды говорит, не надо терять надежду. Не нужно впадать в отчаяние. Все, да, вот можно, все может со временем наладиться, вылечиться, и все будет хорошо. Поэтому вот так.
Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Двадцать 26 февраля, среда, события дня, Водолеи. Угу. Дерево, первое событие, приглашение. Цветочек нельзя, а жаль. Приглашение можете получить от какого-то очень важного, влиятельного человека, корону. Ага, рыба тут же. Предупреждение, скользкое дело. Подсвечник нельзя. Тайная встреча. Тайная встреча. Такое ощущение, что вот этот какой-то важный человек приглашает вас на какую-то тайную встречу. Ну, ее нужно от кого-то скрыть. И видите, рыбка – это хитрость, уловка этого человека. Ну, можно вот так. Ага, и разочарование. Колодец. Ну, тут, конечно, можно было еще сделать месяц. Да, тут два варианта. Но я первый колодец увидела. Ваше разочарование. Угу. И череп. Ну, разочарование, из-за которого потом возможны проблемы со здоровьем. Из-за вот этих переживаний. Так, сейчас я еще посмотрю. Ну, вот хоть из хорошего есть приятная какая-то встреча, свидание. Здесь не вижу. Получается, называю события отдельно, потому что они могут проигрываться по-разному. Я так иногда их совмещаю, да, перемешиваю, но вообще, конечно, это неправильно так делать. Значит, отдельно событие. У вас будет приглашение. В этот день может быть приятная встреча, свидание, общение с влиятельным человеком, тайная встреча, тайное свидание, скользкое дело. Ну, это понятно, да, какие-то там хитрости, манипуляции, обманы, мошенничество. Поэтому вы можете стать жертвой каких-то людей. Разочарование, колодец, и плохое самочувствие. Вот, к сожалению, такие события выпали для вас на среду. Опять же, не забываем, события могут быть чуть раньше, чуть позже, плюс-минус день. Поэтому это все, да, вот эта рыба, эти переживания могут проиграться чуть раньше, чуть позже. Такое вот предупреждение для вас. Постарайтесь не стать жертвой каких-то аферистов в этот период. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбам. Остались рыбы. Рыбы. 26 февраля. Рыбы. Домик, первое событие у вас. Рыбки, может быть, в среду. Угу. Подарочек. Событие, подарок. События с подарками. Ссора, метла. Хотя метла иногда проигрывается как уборка. Да, вот, может быть, вы ждете гостей, события, и
Наводите порядки. Дни рождения рыбки, 26 февраля. Ваши же дни рождения идут. Вот события выпадают. Возможно, да, вот кто-то смотрит, у кого будет день рождения в этот день, да, вот у вас прям совпадает. Я вас, конечно, поздравляю. Угу. Еще есть победа в делах. Обман. Победа в обмане. Возможно, вам удастся с кого-то сорвать маски. Ну, у кого-то не получится вас обмануть. Значит, сундучок нельзя. Нерешенный вопрос нельзя соединить. Здесь нет. Есть яблоко. Яблоко — это слезы. Опять же, не забываем, слезы могут быть и слезы радости, например, от какого-то подарка. Но могут быть и слезы разочарования из-за какого-то обмана. Да, когда сорвутся маски, вы поймете, что человек вас обманывал, это тоже может быть не сильно приятно. Змею нельзя, здесь нет, и здесь я не вижу. Получается, в этот день ждет вас какое-то событие, подарки, небольшая ссора, либо уборка, победа, обман, может быть, и слезы. Вот такая информация для вас на этот день. Опять же, не забываем, это может быть чуть раньше и чуть позже. Так что будьте осторожны. Вот с 25 по 27 постарайтесь не попасться под руку мошенников и обманщиков каких-то. Маски, видите, люди прикидываются хорошими, друзьями, порядочными, да, там. А получается, что преследуют какие-то свои хитрые цели. В общем, благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.